Да, если позволите, начну по работе оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. За 2023 год было проведено за первый квартал 2 оперативных совещания, и изъято было 48 аппаратов по добыче криптовалюты. Из них 41 аппарат был рабочий, 7 было нерабочих. Это не массово стояли в одном месте, это было по 2, по 3 вот у людей на дому. Работа по размещению и подключению продолжается в таком же оперативном режиме. Задолженность по электроэнергии. За январь-март 2023 года начислено 32 миллиона рублей 853 тысячи. Оплачено 6 миллионов 548 тысяч рублей, что составило 19,9%. Из них юридических лицами оплачено 1 миллион 380 тысяч рублей, это составило 71%. Физическими лицами оплачено 5 миллионов 168 тысяч, что составило 16,7%. Это лучший показатель пока в республике. Мало, работу будем продолжать. По сравнению с 2022 годом юрлицы оплачивали 889 тысяч, вот у нас мы подняли до 1 380 000. Сезонная нагрузка потребления электроэнергии в Гальском районе снижена по сравнению с 2022 годом. Было 32 миллиона киловатт-часов за первый квартал, за 2023 год у нас 27 миллионов киловатт потребления. Это есть и объективные причины, и субъективные. Мы провели ряд работ, заменили уличное освещение на энергосберегающее, которое позволило еще снизить нагрузку. Ну и ряд таких работ. Проводимые работы в администрации Гальской роты за первый квартал. На данный момент проводится реконструкция и благоустройство Центрального парка. Объем финансирования 5 миллионов 5 тысяч. Строительство происходит именно в данный момент. Строительство мини-футбольного поля, которого ранее не было в районе. Объем финансирования 4 миллиона 957 тысяч рублей. Для управления сельского хозяйства в первом квартале был приобретен мини-трактор. Мини считается, что это средняя суммой 1 миллион 700 тысяч. Деньги уже отправлены, и на днях он будет уже у нас на границе. Будем уже думать о перевозке. Также в районе проводится строительство детской площадки. При поддержке президента мы смогли отремонтировать проселочную дорогу протяженностью 9 километров. Очень тяжело было работать, 9 километров, это был старый, рыхлый, разбитый асфальт. Нужно было сначала поднять старые куски асфальта, разрыхлить, подсыпать, но все работы мы справились. Я, Аслан Георгиевич, вам, по-моему, докладывал об этом. Говорю для всех. Так, во втором городском парке начаты работы по благоустройству и замене лавочек и мусорных урн. Совершается работа по инвентаризации жилищного фонда, многоквартирных домов и частных домовладений. Практически все уже обошли, все данные, сейчас просто мы аккумулируем уже в один документ. А также проводим инвентаризацию зданий и сооружений. Это немного затратней, потому что здание и сооружение надо оценить, надо схему, это все стоит денег немалых. Мы смогли 3 здания произвести оценку, поставить на баланс, это ряд зданий, не буду тут озвучивать. Планируются работы по реконструкции мемориала славы. У нас в очень плачевном состоянии. Рассчитываем на поддержку руководства. Также рассчитываем на поддержку руководства по ремонту опоры центрального моста. Там подмыло мост, прямо центральный, где администрации, в тяжелом состоянии. Я буду обращаться. Да, конечно. И также берегоукрепительные сооружения. Все остальное теперь у меня такая, как статистика, я могу озвучить численность населения, количество дошкольных учреждений, 7 детских садов в Гальском районе, 19 школ, учителей 548, медучреждений у нас 11 в районе, медработников 93. Криминогенная обстановка. За первый квартал зарегистрировано 14 преступлений, нарушений ПДД 1097. Простите, прямо стахановский труд у наших сотрудников ГАИ, но это все равно дает эффект. Я немного против этого всего. У нас на въезде стоит шлагбаум, останавливать машины все подряд. Нужно было как-то немножко это делать по-другому, о чем мы ведем диалог и с управлением внутренних дел района. Число вынесенных решений приговоров Гальским районным судом 39. И у нас количество зарегистрированных, если позволите, я это тогда опущу.
Все, количество зарегистрированных физических и юридических лиц, состоящих на налоговом учете в Гальском районе с указанием экономической вида деятельности. У нас 81 всего юридических лиц, а индивидуальных предпринимателей 464. Из них 89 занимаются транспортными услугами, 330 это торговля, небольшие магазины, 45 это услуги, типа парикмахерских и швейных мастерских. Вот у нас вот такая небольшая налогооблагаемая база, но при всем при том мы справляемся. У нас за первый квартал перевыполнение составило 129,3% отношений. План у нас был за первый квартал 10 миллионов 262 тысячи, вставляю мелочи. Собрали мы 17 миллионов 892 тысячи. Земельный налог при плане 1 миллион 149 тысяч, мы собрали 1 миллион 334. Я повторяю, это все квартальные цифры. Дотации мы получили в полном объеме, и расходы у нас составили в полном объеме. Объем резервного фонда за первый квартал траты составили 674 тысячи рублей, и из них в том числе оказана материальная помощь 59 гражданам.